Всем большой привет, друзья! 4 декабря, 7 часов утра, а мы уже на льду реки Печора. Пришли сегодня вот по темноте на те лунки, где вчера Володя ловил ершей. Правда, он сказал, что по темноте ерш не ловится. Так оно и есть. Вот закинул одну удочку с червячком, одну с опарышем. Поклевок пока нет. Температура -1. Сегодня по плану у нас проверка палок. 2 дня уже не проверяли. Обязательно кровь из носу надо сегодня ехать проверять. Но, несмотря на то, что мы вчера уже поймали немного живцов, сегодня проверять пока ловушки не поеду, чтобы не тратить время. Но часик-полтора, если будет ловиться ерш, я, конечно, уделю. Почему? Потому что пока тепло. Температура -1. И в течение дня поднимется ветер. По прогнозу будет идти снег. И ловить живца в такую погоду в дальнейшем будет некомфортно, скажем так. Так что пока есть погода, если он будет ловиться, ерш я имею в виду, потому что несмотря на то, что мы поймали гальяна речного, надо не то чтобы чередовать, а ассорти подать оба блюда, и первое, и второе. На большом крючке у меня будет ерш, если я его наловлю, на втором и третьем будут гальяны, или на втором гальян, на третьем червяк. Все три разные наживки будут у меня на палках. Вот как-то вот так. Ну что, сидим, ждем поклевок. И, конечно, сегодня у нас будет проверка палок. День начался, рыболовный день, рыбацкий. Поехали. Пока тишина. Ждем с поклевок. Так, там пока поклевок не было. Перешел вот на другое место, где у меня стояла бутылка, которая поймала вчера 2 ершей. Думаю, дай-ка попробую. Если в бутылку влетело 2 ерша, значит здесь ерш есть. Вот устье ручья, Пармашор. И вот один ерш у нас уже в улове есть. Правда, рыбачил без фонарика. Вот так вот. Видимости пока еще 0. Играл мормышкой. Поиграю, подниму. И во время подъема я этого ерша подсек за жабры. Но факт то, что он, получается, здесь есть. Но пока не ловится. Не знаю, будет ли ловиться он там в курье. Ну, если он здесь есть, попробуем здесь сначала. Главное, чтобы не зацепиться. Тут вон везде кусты. Прямо в кустарнике, в траве. Здесь есть еще небольшое течение. И как бы немножко здесь опасно. От ручья бывает размывает здесь. Можно провалиться. Лед здесь как бы не очень толстый. В отличие от того, что в курье. И уже поднимается ветерок. Сегодня по прогнозу усиление ветра и снег. К вечеру вообще мощного. Вроде поклевка была. Да-да-да, поклевка. Вот ёршик, есть контакт. Есть контакт. Отдать червя. Вот так вот. Фонарик выключили. Ёрш здесь есть, получается. На черном фоне кивок не видать. Но на фоне снега черный кивок я различаю пока. Вернее, уже вижу. Так что фонарик пока включать не будем. Посмотрим. Может быть, разловится лунка.
Начнет светать, пойдем к Урью. Потому что вчера часиков 8, полдевятого Володя оттуда уже ловил. Сейчас пока там поклевок нет. Здесь уже 2 ёршика я словил. Видите, какого кабана я вытащил. Во, здоровенный ёрш. Вот сюда вот поставлю. 3. Берем всех ершей пока. Потом будет, если их много, рассортируем. Сейчас попробуем под фонариком, будет ловиться, нет. Вроде нет, лучше не будем пугать. Поклевки есть поклевки, есть поклевочки. Если здесь будет ловиться, то зачем мне эта курья нужна будет? И здесь наловим. 4-й ёрш. Ловлю на червя, на мормышку. Такс. Пока мы гуляли, смотрю, у меня удочка уже гуляет тоже. Ёршик у нас уже сидит, заглотил. В общем, там на ручье 4 ёршика поймал, сразу все, поклевки прекратились. Попробовал на майне порыбачить, в которой наши мальки в тюрьме. Тоже тишина. Пришел сюда, а здесь долбежка. Здесь уже долбит. Так что, значит, ерши подошли. Сейчас настроим глубину. Видимость уже без фонарика можно смотреть. Значит, ерш уже подошел. Или просто начал ловиться. Так, все, глубину настроили. Все, ждем поклевок. Да, парыша тоже клюнула. Зеленый кивок хоть видно, здесь черный вообще не видать на фоне воды. Все, снег пошел, ветерок подул и стало уже прохладно. Что у нас, 5 ершей уже есть пока. Штук 50 поймать было бы неплохо. Вот и поклевка на червя. Ёршик. В принципе, здесь другая рыба навряд ли, наверное, что-то клюнет. Хотя очень-очень редко бывает. Он, Володя говорит, плотвичку поймал. Раньше там ближе к реке бывало нет-нет, да сижок клюнет, но это редко. Обычно только ёрш. Ну, в редких случаях голянчик, малек еще бывает клюнет. Недалеко здесь находится церковь Святой Троицы. Забили колокола. Сейчас посмотрим время.
Во сколько они начали бить? 7:53. Где-то пару минут бьют. Час уже находимся на реке. Раз, два, три, 4, 5, 6 ёршиков за целый час поймали. Это, конечно, ни о чем. Если... Ну, Володя вчера, в принципе, так и сказал, что по темноте не ловится. Как расцветет, начнет ловиться. Я уже ими семечек немножко покрошил. Рыбаки потихоньку собираются. Двое там, один сзади меня. Тоже живцов ловят. Молодцы. Дома не сидят. Поклевка на опарыша. Вот так вот. Немножко покрошил семечек. Прямо так вот переживал. Со скорлупой, с чешуей. Там на опарыша клюнуло. Здесь пока не хотят. Но я так думаю, скоро должно расклеваться. Блин. Не знаю, запечатлела ли камера. Но сейчас была поклевка белой рыбы. Сиг клюнул. Плавно потянул. Дошел уже до сюда. И был сход. Только что я сказал, что никто не клюет. Плавненько так тюк. Я думал налим сначала, но нет, дошел до лунки сюда и сошел вот такой вот сиг. Сиг или ясь, я не понял только. Просто плавно начало тюк. Я думал еж сначала. Он такой порядком. Грамм 700-800 как минимум был. Однако. Это уже интересно. Именно на опарыша клюнул. Жалко, что сошел. Не знаю, на камеру видно было, нет, блескануло. Потому что как только почувствовал тяжесть, сначала включил камеру, а потом уже начал тянуть. То есть как-то вот так. Не повезло немножко. Но это была белая рыба, видел, блесканула. Сначала подумал, налим взял. Скорее всего, это был сиг. Потому что резко недолго, плавные потяжки такие были. Значит, получается, сиг тоже сюда заходит. Интересно. Ну вот. Долгожданный ёршик. Что я туда только не накрошил. И семечек. И комбикорма. Поклевок не было. Отпустил глубину чуть-чуть ниже, буквально на 2 сантиметра. Не знаю, то ли это повлияло, то ли что, но поклевка сразу последовала. Не понимаю, ёрш донная рыба, но пока я мормышку не положил на землю, поклевок не было, пока она висела. Супер осторожничает. Ну вот, вторая поклевка. Угу. Отлично. Вот буквально на 2 сантиметра отпустил глубину. У меня было, допустим, пару сантиметров от дна.
Отпустил мормышку полностью на дно. И пошли поклевки. Может быть, время подошло, может быть, именно это повлияло. Опять же, не взял с собой камеры и не могу посмотреть, что и как. Камера у меня на реке возле палок. Здесь тоже вот буквально сантиметр от дна тоже положил на дно мормышку с опарышем. Посмотрим, повлияет это, нет. Может быть, просто парочка ершей подошла. Нет, вон поклевка есть, есть поклевка. Видно, не видно. Но поклевка есть. Ага. Есть контакт. Ну, если так дело пойдет, ершей мы половим немножко. Еще один рыбачок подошел. Уже двое, каждый на своем месте. Володя сегодня на смене кочегарки. Так что заняли пока Вовкино место. Я не думаю, что именно здесь ловится. Я думаю, пробурюсь где-то здесь тоже. О, еще кто-то. Вот и Влад. Вот и Влад идет. Че, магазин собрался? Да, рыболовная налоговая служба, проценты давайте с рыбалки. Здорово. Здорово. Ну чё, Я с 7 утра уже здесь. Тут червячок, короче, тут опарыш. Клюнул опарыш, я уже это... Нет, поклевочка, не знаю. Вовка-то сказал, что, говорит, это... Но по темноте нет, да. Можно сказать, практически нет. Вот, ну, только 4 ерша вот там по темноте поймал и все. В общем, час по чайной ложке. Еле-еле душа в теле. Ходил уже опять. Туда кручу возле берега. Думал, может, там заклевало. Тоже нифига. В общем, вон, только-только вот пошли поклевочки. Не знаю. Может быть, случайно. Влад стоял со мной, говорил полчаса, ни одной поклевки не было. Забрал мальков, пошел устанавливать палки. Что-то, мне кажется, просто так время теряем. Что мы поймали? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ершей. Больше часа уже здесь торчим. Ну, как планировал, давайте до половины 10 здесь побудем. Время уже 8:57. Практически 9. Полчасика еще посидим. Может быть, заклюет. Если за полчаса поклевок не будет, значит здесь делать больше нечего, время терять. Пойдем на проверку палок. Ой, походу, зря мы время теряем. Бесполезняк. Время половина 10.
активного клёва. Да вообще клёва ерша мы так и не дождались. Чё мы поймали? Раз, два, три, четыре. Так, непонятно. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 9 или 10 ершей, короче. Может 10, не больше. Все. Подойдет кто-то тюк-тюк от червя и все. Потеряли время, ну и бог с ним. 10 и вчера 6, наверное. 16 ершей. Сегодня мы насадим на крупные крючки. И посмотрим, если будет результат на следующей проверке, то в дальнейшем будем тратить время. А если нет, то какой смысл? Малька гальяна речного у нас достаточно, запас мы наловили, да еще поймаем, наверное. Так что не будем тратить время. Поехали. Съездим домой, перекусим и поедем на проверочку. Ну вот и на реке мы. 2 дня нас здесь не было. Первого мы проверили, второго, третьего не проверяли. 2 дня. Живцов тоже надо половить. Без живцов проверять смысла нет. Вот. Пока заезжали в деревню, к брату привез комбикорм. Еще там кое-что он заказывал. В общем, пока то, да пока все, доехал. Пока светло. Но заканчивать проверку по-любому будем по темноте. Зимний день короткий. 2 часа уже темнеет. Так что не теряем ни минуты, начинаем проверку. Поехали. Приготовили 3 луночки. Также будем проверять по 3 лунки, чтобы не уставать, не замерзать и все такое. И начинаем проверку. Первая пустая. Первая пустая. Привез 5-литровые баночки. Остатки мальков закинем в садочки. Вода падает. И что-то первые 3 палки нас не радуют. 2 дня не проверял, как бы надежда была. Но что-то тишина. Сейчас попробуем ерша насадить. Вон, тут что-то кто-то запутал все. Кто-то запутал, видать, что-то было тут. Плотва подохла. Небольшая натяжечка есть. Скорее всего, это маленький налимчик. Скорее всего. Нет, хорюзок. Хорюзок на грани умирания, но пока еще живой. Вот такой небольшой хорюзочек. Ну, неплохо. Начало есть, как говорится. Давайте еще скажем, чтобы мы его отпустили. Чтобы он позвал там маму, папу. Он уже все, он уже никого не позовет. У него на последнем издыхании он заглотил. 3 дня болтался, и он только пойдет на сковородку или на малосолку. Ну, начало есть. Сейчас наживляем, отпускаем. Переходим к второй тройке. Это погодка. Поднялся ветер, пошел снег. Ужас, а не погода. Так, тем временем мы приготовили еще троечку. Так, здесь у нас баночка с остатками малечков. В общем, решил проверить с конца. Так, по ветру хоть, а то против ветра что-то не очень. Так, что, натяжечка у нас какая-то есть. Что-то натяжечка есть, но не дергает. Подох, что ли? Не дергает. Вот он, язь. Вот он, второй. 2 язя. 2 язечка.
Энскаден. За 2 дня не сорвались. Молодцы, хорошо. Еще и не дергались вообще. Наживлял в основном на червей. Малька было мало, экономил. Вот на червей клюнуло 2 язечка. Энскаден. Так, вторая палочка. Ну, если там язи, здесь тоже, возможно, язечек есть, если тут язевое место. Вода вроде падает, а трава до сих пор прет. Да, что-то есть. Что-то есть. Что-то дергает, да, язечек. Опа. Язентий. Вот, Энскаден. Так, отлично. Вон сколько травы. Сейчас мы все это почистим, наживим живыми живчиками и будем ждать хорошего улова. Так, ну и третья. Здесь, наверное, пусто, потому что палка легла. Палочка наша легла. А рыба поверху не плавает. Рыба плавает по дну. Ну да, пусто. Ну и то хорошо. 3 палки, 3 язя. Так, еще одна троечка готова. Проверяем ее еще так. И потом, наверное, уже будем проверять с фонариком. Потому что уже проверять еще видно, а наживлять уже не видно нифига. Что-то дергает язёк походу. Да, язёчек, дружочек. Полезай в кузовочек, подвязок. Так, хорошо. Не пусто, это уже хорошо. Пусть нет налима, зато есть язь. С язя тоже можно вкусняшки приготовить. Со свеженького. Зимнего. Зимняя рыба вообще, мне кажется, вкуснее, чем летняя. Не знаю почему. Может, я не прав, но мне так кажется. Так. Ну, дубина, ну, глубина здесь. Так. Здесь никого. Здесь на глубине никого. Может, и был кто, да сошел. О, погодка вообще испортилась. В принципе, прогноз так и рисовал. Надо было не терять мне времени с этими ершами. Тем более голянчики были у нас. Что-то закрутило, что ли? Ну да, что-то есть. Язёчек, наверное. Язёчек, дружочек. Вот 2 язя. Ну, тоже неплохо. Если так дело пойдет, будет просто замечательно. Вот такой вот среднестатистический язь. И ни одного живца нет на крючках. Все посшибали. Значит, язь есть. Так, ну что, наживляем, отпускаем. И следующую палку уже, наверное, будем проверять под фонариком. Фу, снег повалил вообще капитально. Но с одной стороны, это тоже хорошо. Да, сегодня вот именно проверять не камильфо, а так снег это хорошо, хоть будет чем лунки засыпать, чтобы не замерзали. Так, что у нас тут? Здесь пусто. Приготовили еще троечку. Вон, только что здесь прошел, уже следы замело. Снег, метель. Не жарко, не жарко. Но проверить надо. 2 дня и так уже
выходной себе сделали. Но вчера-то не выходной был. Вчера мы занимались живцами, а вот позавчера реально выходной. Потому что 1 числа подустал капитально. Спину начала ломить. Рука заболела. В общем, тоже старость не радость, как говорится. Так. Что, походу, эта троечка у нас пустая, что ли? Да, пустая. Так. Холодно, холодно, холодно. На морозе песни петь. Тройка готова. Поехали. Налима-то мы увидим, нет? Сегодня. В конце-то концов. Так, здесь у нас что-то и дергает. Что-то есть. Походу язёк. Да, это он. Да, друзья, это он. Это он. Печорский почтальон. Полезай. И ни одного живца целого нету. Пошибали язята. Ну, отлично. Здесь, наверное, пусто, потому что палку положила течением. Здесь, наверное, пусто. Что-то дернуло, что ли? Не может тут ничего дергать. Дохлая плотва. Рыба поверху не плавает. Рыбка плавает по дну. Ах, погодка-то разгулялась. Посмотри, какая благодать. Ну и третья. Третья. Тикс. Никого. Ну, не пусто, и то хорошо. Один язёк есть. Еще троечка готова. Может быть, здесь налим? Что-то, мне кажется, вообще не попали мы на налима в этом году опять. Никак не хочет. Никак, совсем никак не хочет. Не знаю, где уже его искать. Сейчас точно поиски на новых местах невозможно. Потому что все перепорошило снегом. И где полыня, где опасный участок, ни хрена уже не видно. Так что пока все не замерзнет большими морозами, потом уж, может быть, как-нибудь, когда-нибудь. Что там, мелкий налимчик, что ли? Ну, болтайся, живец. Будем ждать трофейного. Трофейный. Может, здесь? Здесь тоже, походу, нет. Никто не дергает. Текст. Еще одна троечка. Троечка. Никого. Никого. Но мы не сдаемся.
Поднимать палки точно не будем. Блин, опять зацеп. Что-то есть. Что-то дергает. Йой! Язденький. Успокойся, узбогойся. Узбогойся. Вот Янскадан. Есть Язентий. Еще +1. Нет налима, зато язь есть. Язь кормилец. Сейчас дома Валентина забацала котлетки с язя. Обалденная штука. Просто супер обалденная. Вкусняшка. Вкуснее, чем мясные даже. Так, а здесь пусто. Ну, один язь, это тоже язь. Текс. Закончили мы проверку глубокого участка. Налима мы там не нашли. Сколько там? Язек, один хорюзок и штук 5, наверное, или 6, не знаю. Потом посчитаем. Приступаем к проверке мелкого участка. Тут начинаем с язевого места. Вижу, что запутано все. Слышу, что кто-то есть. Опа! Вот так вот. Язевый участок богатый язями. Вот такой вот середнячок. Ладненько, потом распутаем. Первый язь. Ну тут, наверное, я так думаю, на этих палках язь или был, или есть. Здесь он был, скорее всего, потому что его сейчас нету. За 3 дня, скорее всего, сорвался. А так, здесь, я думаю, он есть. Натяжка есть. Нет, нет, нету. Нету. Ошибочка вышла. Текс. Еще приготовили палочки. Смотрим, проверяем, надежды не теряем. Ждем налима. Так, здесь. Здесь налима нет. А налима нет, нет, нет. Нет, таки нет. Ничего страшного. Здесь не нашли. Будем искать в другом месте. Сейчас посмотрим. О! Нет, нет, нет. Показалось. Сейчас посмотрим, что поймает Влад. Сегодня он должен был поставить палки. Посмотрим, как пойдут у него дела. Никого. Может быть, попадали язи, да посрывались. Хрен его знает. Может быть, может. Так, а здесь натяжка есть. Здесь натяжечка есть у нас. Идет язык, качается. Вздыхает на ходу. Второй язык качается. Вот красота. На последней палке
2 язя. Ну как последняя? Последняя с этой партейки. 2 язечка. Когда в прошлый раз здесь тоже язек был. Так, попала на червя. Вот Янскадан. Все. Наживляем. Закидываем. Проверяем дальше. Плюс 2. Приготовили еще троечку. Вот где наша полыня, сейчас покажу. Вот видите, да? Снегом припорошило практически всю полынью. О, небольшой участок только остался. Метров 5, наверное. Вот если сейчас ударит мороз, это примерзнет. Если это так засыпет, так оно и будет. Опасным капканом. Так, ну, а мы начинаем проверку нижнего ряда. Да пребудет с нами удача. Здесь она обошла стороной. Поцелуй меня, удача, а быть может обними. Ну а нет, так и не заплачу. Кого хочешь, выбери. Опачки, опачки. Здесь тоже никого. Но здесь точно Налим. Да, Налим? Где ты там? Где ты? Тебе мне очень не хватает. Налим не Налим, но что-то есть. Наверное, язь. Да, да, да. Это язь. Это язёк. Шондибан. От Янскадан. Еще плюс 1. Потихоньку, потихоньку накидаем. Еще одна троечка готова. Смотрим. Проверяем. Надежды не теряем. Здесь никого. Чё крючок таскаю, хрен его знает. Ну, пусть лучше будет. Так, натяжка вроде бы есть. Ага, есть натяжечка. Что-то дергает. Язь. Язенький. Вот так вот. Плюс 1. Плюс 1. Потихоньку, потихоньку язечков накидаем. Главное, что не пусто. Язь тоже рыба. И очень даже вкусная. Главное уметь ее приготовить. Так, здесь у нас тоже что-то есть пока. Дергает. Вот так, 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 так. Вот такой вот. Вот такой вот красавчик. Вот такой вот красавелла. Ясь! Рыба моей мечты. Помните, да, был ролик, как он радовался? Хотя там был совсем не язь, а подъязок. У него один был язь, их сколько было радости. А у меня их вон сколько. Язь, язь. Язик как грязи. Еще одна троечка готова.
Последняя троечка нижнего ряда. Посмотрим, что здесь ближе к берегу. Что-то слабенькая натяжка есть. Задергался. Язёк. Язентий. Вот так вот. Есть первый. Накидаем сейчас мы язей. Ну, уже накидали. Интересно, побьем рекорд прошлого раза. Прошлый раз было 13 язей. Один хорезок. Один хорезок как бы и сейчас есть. Что-то все зашуговал. Опа. Пластами шуга идет. Ух ты, как закрутил-то. Что там, кто там так закрутил-то? Что-то было. Что-то было, и вон как закрутило. Капитально крутило что-то. На большом крючке. Что-то интересно было и уплыло. Ладно, значит, был не наш. Ладно, потом распутаем. Долго крутился. Ну, конечно, 3 дня не проверять. Так, ну и ближняя к берегу что нам скажет? А она нам говорит, что там кто-то есть. Уже нету. Блин, только что шел. Уже сошел. Не знаю, что было, но натяжка была. Сход. Ну и ладно, значит, не наш был. Так, пока все. Остался верхний ряд. Так, прежде чем начать проверку верхнего ряда, пожалуй, попьем Чайковского. Что-то немножко подустал. Снег продолжает валить. Он навалило сколько уже. Закидало капитально. Не знаю. Опять потепление, что ли, идет. Такая зима, это не зима. Может быть, из-за этого. Не знаю, из-за чего. Почему налим не ловится. Или мы его не нашли. Ну так, вроде бы общался с рыбаками. Сильно больно никто не хвастает. Нет у нас налима в нашем течении. В низовьях есть. А у нас есть. Осенью он есть, весной есть, а зимой куда девается, я не знаю. Или сплавляется ниже по течению, или где-то гасится у нас, или где-то, не знаю, не могу ничего знать. Каждый год меняю место. Найти налима так и не получается. О! Ладно. Не будем отчаиваться. Не будем расслабляться. Пока можем. Пока ходят ноги. Пока долбят руки. Будем искать. Может быть, когда-нибудь найдем. Как-то вот так. Ну, ваше здоровье. Горячего чайку. Красота. Так, ну что, крайняя береговая палочка, которая нам уже дала самого крупного налима в этом сезоне. Еще налима, язя. В общем, посмотрим на этот раз, что нам даст. На этот раз ничего. На этот раз палка пустая.
Погода теплая, и лунки вон течением размывает. Как очень опасно здесь. Может под снегом размыть до такой степени, что, не дай бог, можно будет провалиться. Тут лед и так был тонкий. А сейчас он под снегом будет еще и гнить вдобавок. Лягушку у нас тоже никто не ест. Место мне это, конечно, не нравится. Но выбирать не приходится. Там, где я планировал, туда пока не добраться. А здесь течение. Сильное течение. Так, что-то есть? Ага. Блин, вот это налим. Блин. Что там еще? Все. Вот Янцкадан. Вот это неожиданно. Видно, да? Надеюсь. Я вообще не ожидал. Я только почувствовал, что натяжка охрененная. Вон налим. Около трешечки тоже опять. Надеюсь, видно. Вот такой красавчик. Янцкадан, Янцкадан. Наконец-то. Он на течении все-таки тоже недалеко от берега. Я даже не понял, как все произошло. Взял, вот он как намотал уже вокруг палки несколько раз. Но, видать, был наш, если не сошел за 3 дня. Попал хорошо за губу, а плотву вот не взял. Не знаю, что он взял, малька, червя. Ну, он наш. Янцкадан. Вот такая вот колбаса. Вот такая вот колбасятина. Янцкадан. Ну вот, уже веселее. Так. Еще одна троечка готова. И настроение у нас уже совсем другое. Настроение у нас теперь отличное. Как бы яйца ловится, это хорошо. Но когда клюнул налим, это вообще прекрасно. Ну, будет еще, нет? Что-нибудь такое интересное, приятное. Раз. Нифига. Здесь нет. Вон какие лунки уже здоровые стали. Так. Здесь тоже нет. Так, ну вот и крайняя троечка. И сейчас мы посмотрим. Сделаем мы результат больше прошлого. Останется он такой же или немножко не дотянем. Язей точно поменьше по ходу. Сейчас посмотрим. Если здесь сейчас язей накидает, то, пожалуй, переплюнем. Пока не кидает. Нет, что-то есть. Плотва живая. Налимчик, наверное, маленький. Да, маленький живец. Живчик. Живчик, живчик. На трофейного. Ну, осталось 2 палки. 2 палочки. Выручалочки. Опа. Это что такое? Это ничего. Это просто унесло палку течением. Ну вот и все. И последняя палка на сегодня. С самого краю. Типа крайняя. Ну давай. Сделай что-нибудь. Что-нибудь, да что-нибудь. Опа. Что-то есть, что-то есть. Что-то есть, что-то есть. Налим язь. Налим язь. Налим кулама. А язь живой.
Вот так вот последняя палка нас порадовала. Блин, поймали себя. Ёшкин кот, как так-то? Вот такой вот язёчек. И вот такой вот налимочек. Неплохой. Там что, там еще что-то есть? Там еще что-то есть. Вон, еще есть, блин. Думаю, кто там дергает? Вот Янцекадан. Вот крайняя палка-то, крайняя палка. Я сначала-то не заметил третьего крючка, что нету. Думаю, кто-то дергает там, блин. 3 крючка, и все 3 сработали. Так, это кулома. Ну, кулома недавно, жабры еще красные все. Вот заглотил до желудка, проглот. Помер сегодня. Если бы начали отсюда проверять, возможно, он был бы еще живой. Вот такой вот. Вот такой вот налимяка. Только-только. Только-только. Где-то он, ну, грамм 700, наверное. Так, ну что, и пойдем подведем итоги. И мне кажется, и на этот раз мы переплюнули прошлый результат. Там было у нас 13 язей, 1 хорюзок и налимчик. Но налимчик был небольшой. Сегодня у нас хороший налим, трешечка. Вот, да, тоже идет сюда на подведение итогов. Сам вывалился. Второй вот такой налим. Ну, трешечка есть, железно. Вот такая вот колбасятина. И сейчас посчитаем езей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, это у нас плотва. Вон сколько поснимали. Коту, собаке. Ничего не выкидываем. Сколько? 8, да, говорил? 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, на целых 3 штуки больше. 16. И вот такой хорюзок. Видно, да? Вот он. Вот такой вот улов. 16 язей, хорюз. И 2 налима, один из которых такой нормальный, зачетный, трешечка. О, красота. И на этот раз мы переплюнули предыдущий улов. С каждым разом улов все лучше, с каждым разом улов все больше. Значит, труды не пропали даром. Вознаграждение вон. Красота. Янцекадан. Ну, встречаемся завтра. И давайте понадеемся, что встречаемся завтра и будем надеяться, что завтрашний улов переплюнет сегодняшний, потому что все насадили свежими мальками, гальянами крупными. 13 или сколько там, 15, не помню, ершей насадили, как бы тоже есть надежда. Все свеженькое, все поменяли,
Погода, правда, дерьмо. Вон падает снег, ветер, тепло. Ну, будем надеяться, что улов будет не хуже сегодняшнего. Пока у нас каждый день, каждый улов по возрастающей. Ну, как-то вот так. Несмотря на непогоду, ловим рыбу на Печоре. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Увидимся завтра на канале Коми Рыбак.